каждой болезни пытаюсь к врачу бегать, по врачам бегать, но обращаюсь к родителям, в первую очередь, к маме. К врачам я вообще не люблю ходить. Вообще. К врачу, конечно. В поликлинику. А куда еще? Нетрадиционную медицину. Почему? Не знаю, больше доверяю. Предположительно, в поликлинику, к врачам. Я чаще всего обращаюсь в частные поликлиники, потому что там без очередей, лучше обстановка, ситуация, и врачи всегда на месте. Можно электронно записаться, в случае чего. Денег стоит, конечно, но я не так часто болею. Я обращаю в аптеку, потому что это как-то аптека рядом, она как-то скорой помощь, понимаешь. После аптеки потом пойду к врачам. Мы лечимся сами. Мы обращаемся в больницу, как обычно. Не в частную, в нормальную поликлинику ходим. В национальный госпиталь ходили, в том году обращались. У нас там свой врач, Джумалиева. Вот она наблюдает за всеми, которые у нас в семье находятся, да, члены семьи. Но у нас проблем не бывает. Разные специалисты у нас. К разным врачам, в зависимости от ситуации, от болезни. К сожалению, семейного врача мы не приобрели, грубо говоря, пока что. Вообще, если говорить о медицине в нашей стране, к сожалению, то мне лишний раз даже к врачам ходить неохота. У меня многие врачи говорят, как может один врач наблюдать всех? Это маразм вообще. Я так считаю, я не так считаю. Поэтому, говорят, медицину у нас убивают. Если вот есть такой врач, это оно и само есть. Привязывали, оно, может быть, и работает, а возможно, не обращаемся мы. И все. Нет, лучше бы один врач. Не знаю, я так думаю. Лучше одному врачу. Что специалисты важнее, чем универсалы. Что они более грамотно распределяются по своих профессиях. Каждый врач, каждый что-то свое пихает. И результативность лечения очень низкая. Когда один врач наблюдает, естественно, там лучший результат, чем там 5 разных врачей. Да, хотелось бы, чтобы действительно один врач знал все. Это со временем, конечно, будет. Вежливость в первую очередь, чистота. И опыт, конечно, в первую очередь, опыт. Хочется, чтобы у профессионалов наших врачей были современные аппараты, современные, понимаешь, установки. Просто надо немножко стимулировать наших врачей, давать им, кто вот именно в поликлиниках работает, им немножко зарплату, да, чтобы они жили достойно, нормально, да, и смотрели за людьми по-человечески. Вот желание. Надо сперва, чтобы у врачей зарплата повысили. Вот это главное. Если зарплата большая, то врачи тоже же будут работать. А медики при чем тут? Если им плохо платят, система она загрязла в коррупции. Коррупция очень страшная, именно по медицине. Хочу, чтобы никто не болел. Вот.